Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Президент Казахстана Назарбаев пытается разрешить украинский кризис по договоренности с Путиным. 5 месяцев продовольственного эмбарго. Белорусский лосось, пармезан и креветки. Северная Корея осталась на несколько часов без интернета. Кто стоит за этой кибератакой? Как всегда, начинаем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Лукашенко и Назарбаев с ведома Путина пытаются разрешить украинский кризис или начинают свою игру. Вопросами задаются политологи, анализируя визиты президентов Беларуси и Казахстана в Киев накануне их поездки в Москву для сегодняшнего Высшего совета Евразэс. Любопытную фразу произносит Назарбаев во время протокольной съемки с Путиным. Говорит, приехал в Москву после Киева, как договаривались. Знаю, что вы приехали к нам через Киев. Будет возможность рассказать о встречах в украинской столице. Ну и, разумеется, поговорить о наших двухсторонних планах и о планах по дальнейшему углублению интеграционных процессов. Тем временем депутаты Госдумы предостерегают Александра Лукашенко от повторения судьбы казненных и умерших диктаторов. Депутаты раскритиковали встречу Лукашенко и Порошенко в Киеве, на которой, напомню, Порошенко предложил Минску свое содействие в возобновлении контактов с Евросоюзом. В своем же твиттере глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков идет дальше других. Он напоминает об опасном опыте, цитата, Милошевича, Каддафи и Хусейна, которые пытались дружить с Соединенными Штатами. Итак, Лукашенко и Назарбаев в Москве. Будучи в Киеве, один лидер пообещал Порошенко любую помощь за сутки, другой пообещал уголь. Так что украинские ТЭС не остановятся и люди в морозы не замерзнут. Украина богата своим донбасским углем, но сейчас он блокирован непризнанными ДНР и ЛНР. Напомню, недавно Киев закупил партию угля у Южноафриканской республики. Тем временем Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса Украины. Депутаты поддержали президентский законопроект, открывающий для Украины перспективу членства в НАТО. Статус страны изменился пока только под куполом парламента. А что меняется и меняется ли что-то на линии боевых действий? В командировку на Донбасс отправилась моя коллега Шахида Якуб. Мы связались с ней по телефону. Возможности передать видео пока нет. И вот краткий очерк из Донецка и его окрестностей. Ни о каком перемирии здесь никто не говорит, потому что говорят солдаты, что перестрелки продолжаются каждый день. Начинаются они где-то приблизительно в 5 часов вечера, продолжаются до самого утра. Проехали мы порядка 10 блокпостов. Сначала блокпосты ДНР, штук 5, а потом уже блокпосты украинских пограничников. И знаете, что меня больше всего удивило? То, что, в принципе, все воспринимают состояние дел как нормально. То есть, знаете, такое ощущение, что находишься в каком-то хаосе, никто не понимает, что происходит. Состояние, в котором эти люди находятся, это уже даже не жалко. То есть солдаты в отвратительных условиях, помойки, им добровольцы привозят еду, сигареты, воду. Это на самом деле они выживают только за счет добровольцев. И о том, что происходит в Киеве, здесь вообще никто не знает. В Донецке, где мне удалось все-таки вечером где-то побродить по каким-то местам, ходят люди, очень много чеченцев, которые заселяют все эти бары по вечерам в одежде, в камуфляже российского спецназа. У них, значит, там российские флажки, чеченские флажки, полностью обвешаны какими-то ножами, оружием. Их на самом деле очень много, они практически в каждом баре, никто не понимает, что они тут делают. Сама ситуация в городе достаточно спокойная, люди, местные жители говорят, слава богу, самое главное, чтобы не стреляли хотя бы до Нового года, дали праздники просто спокойно. Передачу Крыма Украине в 1954 году Россия хочет признать незаконной и отменить. Предложение звучит от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Верхняя палата парламента начинает даже подготовку законопроекта. Об этом цитата в волюнтаристском акте. Проведенный нами анализ решений, принятых в 1954 году о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР, говорит о незаконности этого волюнтаристского акта, который был принят с нарушением действующей Конституции и законодательных процедур. Насколько исторически справедливы замечания главы Совфреда по Крыму, мы спросили у историка и профессора Андрея Зубова. Юридически это абсолютно невозможная процедура, потому что таким же образом все страны мира могут отменить все свои соглашения, которые были до этого.
с точки зрения правовой, это говорит о абсолютном дикости, я бы сказал так, абсолютной дикости правосознания в нашем законодательном собрании. Кстати, о передаче Крыма Украине в своем большом интервью нашим коллегам в Москве говорил и известный актер Михаил Ефремов. Приводя события 1954 года, заслуженный артист России апеллировал при этом к хозяйственным причинам. Хрущев-то передал не потому, что он хохол и передал, а потому что по логистике удобней воду, электричество, газ, там, товары везти через Украину. И людям удобней, если он был в Украине, и дешевле, и удобней. Это «Настоящее время», и далее у нас включение из Вашингтона. Россия и Китай пытались снять с обсуждения в ООН вопрос о нарушении прав человека в Северной Корее. Наташа. Да, Сергей, представители Пхеньяна бойкотировали заседание, но оно все же состоялось, а в американской администрации его назвали историческим. Нарушение прав человека в Северной Корее впервые оказалось на повестке дня Совбеза ООН. Решений, правда, принято не было, но, тем не менее, Совбез довел до сведения северокорейских властей, что им необходимо положить конец многолетним злодеяниям против собственного народа. Вот, пожалуйста, из выступления постпреда США в ООН Саманты Пауэр. Хранить молчание перед лицом столь широко распространенных нарушений прав человека в Северной Корее и опасности, которые она представляет для международного мира и порядка, это немыслимо. Молчание не заставит правительство Северной Кореи прекратить нарушать права человека. Молчание не сделает международное сообщество безопаснее. Сегодня мы нарушили это молчание, начали проливать свет на то, что происходит, и то, что открылось, ужасающе. Между тем, в Северной Корее в понедельник полностью отключился интернет. Через несколько дней после того, как президент США Барак Обама пообещал дать пропорциональный ответ на кибератаку против компании Sony Pictures, в которой ФБР обвинила Пхеньян. У нас в студии наш корреспондент Юлия Савченко. Юлия, добрый день. Взял ли кто-то ответственность за эту кибератаку? Наташа, пока ответственность никто не взял, но наблюдатели отмечают, что отличие сегодняшней ситуации от традиционных перебоев в северокорейском интернете состоит в том, что сейчас это, если можно так выразиться, просто один большой перебой. Что, как говорят аналитики, может свидетельствовать о массированной атаке. Версия эта, как говорят, вполне жизнеспособна еще и потому, что среди тех немногих, кто в основном имеют доступ к интернету в Северной Корее, это представители военных кругов и правительства. Примечательно, что на днях в твиттер-фиде, связанном с организацией Anonymous, которая уже совершила целый ряд кибератак, было объявлено о начале контратаки в отношении Северной Кореи. Пока не ясно, были ли атаки одобрены на высоком уровне в США. Подтверждается только информация о том, что как минимум 6 так называемых DOS-атак были произведены с территории Соединенных Штатов. Вот, кстати, что накануне по этому поводу сказала заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Мари Харф. Как ранее заявил президент, мы рассматриваем ряд ответных мер. Мы не будем публично обсуждать детали операции или возможные варианты ответных действий. Достаточно сказать, что по мере воплощения наших ответных мер что-то будет заметно, а что-то нет. И если уж мы заговорили о блокировке интернета, Facebook и Twitter решили отказаться от блокировок страниц, намеченной на 15 января акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, даже если это будет грозить им полной блокировкой сервиса на территории России. Юлия, дают ли компании какие-то официальные комментарии на этот счет? Ну и вообще, были ли прецеденты, когда Facebook все-таки откликался положительно на просьбу заблокировать политический контент? А, Наташа, официально пока никаких комментариев не поступало, ни одна из компаний не подтвердила эту информацию. Я обратилась в Facebook за комментариями и получила ответ, что в данный момент компания их давать не намерена. Ранее Facebook по требованию Генеральной прокуратуры России заблокировал страницу акций в поддержку Навального. Сейчас эта страница опять появилась в Фейсбуке. Носит название «Народный исход. Обсуждение приговора братьям Навальным по делу Ивраше». На ней зарегистрировалось около 26 тысяч человек. И надо сказать, что это не первый прецедент такого рода в России. 1 августа 2014 года Facebook заблокировал страницу марша за федерализацию Сибири. На это также поступил запрос генерального прокурора. Проведение мероприятия было запланировано на 17 августа в Новосибирске под лозунгами «Хватит кормить Москву» и с призывами создать Сибирскую республику в пределах Российской Федерации. Информация об этом мероприятии появилась тогда на сайте русской службы BBC, которая и после требований Роскомнадзора отказалась удалить со своего ресурса интервью с организатором марша Артемом Лоскутовым. В общей сложности известно о 29 случаях блокирования Фейсбуком российского контента в 2014 году по требованию российского руководства. И здесь, конечно, стоит понимать, что социальные сети, функционирующие на территории разных стран, в основном стараются соблюдать их законодательство во избежание тотального блокирования. Ну, Юль, наверное, стоит напомнить, что у сетевых гигантов США, в общем, тоже был не самый простой год в связи со скандалами о слежке
за сборе личной информации граждан, в том числе в социальных сетях. Да, Наташа, это действительно так. В рамках инициативы Национального агентства по безопасности, носящей название «Призма», владельцам крупных технологических компаний, в числе которых Facebook и Google, предложили делиться данными об электронных сообщениях пользователей и другой информацией, которыми располагают сети. Федеральные власти США утверждают, что эти действия позволили предотвратить целый ряд терактов. В ответ на возмущение пользователей глава юридической службы Google заявил, что его компании скрывать нечего. Google также утверждает, что сообщения СМИ о том, что спецслужбы получили неограниченный доступ к информации о ее клиентах, не соответствуют действительности. Глава Фейсбука Марк Цукерберг с самого начала скандала отрицал участие компании в программе предоставления правительству США прямого доступа к серверам Фейсбука. Потом в прессе появились данные о том, что Facebook участвовал в программе «Призма» с 2009 года. Цукерберг при этом утверждает, что компания никогда не получала, если так можно выразиться, оптовых запросов на метадату. Как утверждается, каждый поступающий запрос рассматривается в индивидуальном порядке, информация предоставляется только в тех случаях, когда этого требует закон. И сегодня в Фейсбуке в открытом доступе есть страница, на которой приводятся страновые данные по количеству удовлетворенных запросов государственных органов. И сейчас в США поднимается очень важный вопрос, на который пока никому не удалось дать внятного ответа, что важнее – безопасность или право на сохранение информации. Спасибо. У нас в студии была наш корреспондент Юлия Савченко. Владельцы российских супермаркетов прогнозируют резкий рост цен на продукты питания в новом году. Подробности у наших коллег в Праге. Пищевая цепочка в России разорвана. Сельхозпроизводители подсчитывают убытки, ритейлеры меняют импортеров, а рестораторы просто переписывают меню. Проблемы, напомню, начались после введения Кремлем запрета на импортные деликатесы в качестве ответных санкций. Конфликт Москвы с Западом из-за Украины привел к настоящей торговой войне, в которой больше всех пострадал обычный рядовой потребитель, заключают эксперты. Вот с ними и встретился наш московский коллега Мумин Шакиров. Прошло почти 5 месяцев с момента объявления эмбарго продуктам питания из стран Евросоюза, США, Канады и Австралии. Большинство наблюдателей сочли это решение президента Путина ошибкой. Конечно же, европейские и американские импортеры понесли убытки, но жизнь подсказала иной выход. На российский рынок хлынула контрабанда. Например, пришел замечательный белорусский лосось, хорошие белорусские креветки, казахстанские произошли ананасы неплохие. Вы знаете, пармезан недурственно, в общем-то, делают белорусы, опять-таки. И еще часть рыбы. В Израиле просто рожь практически заколосилась. Поэтому, в общем, они просто зарабатывают на перебивании документов. Но если мы идиоты, то, в общем, почему люди не должны зарабатывать? Сколько бы ни говорили о контрабанде, о новых импортерах, потребитель все же где-то проиграл. И весьма сложно перепаковать итальянский пармезан, который четко промаркирован. Любой другой пармезан или сыр, приготовленный по технологии пармезан, не может называться пармезаном, понимаете? Наблюдатели убеждены, власть не будет помогать фермерам. Эмбарго президентом Путиным объявлено на год. Это означает, что сельхозпроизводители за это время не произведут новых продуктов. А так называемый продовольственный офшор из соседних стран с Россией закроет дефицит товаров. Я был на одном из прямых эфиров, был депутат Исаев, очень весьма известный Исаев. Он в открытую сказал, это вошло в эфир, что это же отлично, что братья-белорусы заработают на вот этих санкциях. Я только единственное ему дал ремарку, а почему за это должны платить наши сограждане. Напомню, наши сограждане уже заплатили за рост цен 45 миллиардов рублей. В следующем году заплатят еще больше. Сегодня из-за эмбарго меняются не только ценники в продовольственных магазинах, но и названия блюд в меню ресторана. Вот, например, раньше, если вы писали о том, что фуагра это или руанская утка, то вы сегодня пишете, например, утка башкирская или утка оренбургская. Наблюдатели убеждены, власть не будет помогать фермерам. Эмбарго президентом Путиным объявлено на год. Это означает, что сельхозпроизводители за это время не произведут новых продуктов. А так называемый продовольственный офшор из соседних стран с Россией закроет дефицит товаров. Средний класс в России больше всех страдает от падающего рубля. Молодые московские семьи, взявшие ипотеку в долларах и евро, вынуждены пересматривать планы на будущее. О том, как ипотечный долг может оказаться в 2 раза больше, чем цена самой квартиры, Артем Сторонов. Репортаж Рейтер. Отец 2 детей Михаил Кирсанов считает, что от многих вещей им придется отказаться. Что делать с новогодними подарками? Наверное, придется не дарить.
рассчитывая бюджет свой, понимали, что ипотечные платежи, которые выросли, по меньшей мере в 2, если не больше раз, они, конечно, очень болезненно ударили по нашему карману. Подарки не единственное, чем придется пожертвовать молодым родителям. Поездки за границу, стоимость которых за последние месяцы сильно выросла, теперь также для многих россиян под вопросом. В этом году мы, конечно, никуда не поехали. У нас есть билеты на февраль до Бангкока. Пока непонятно, что мы будем с ними делать, потому что раньше, если курс был 1 к 1, то сейчас получается, что и этот отпуск для нас будет очень дорогим. Квартира, купленная в ипотеку, слишком мала, а поменять ее на большую у молодых родителей пока нет возможности. Мы должны банку гораздо больше, чем стоит эта квартира. Даже если мы ее продадим, у нас останется еще долг в размере еще одной такой же квартиры. В планах у Михаила и Евгении завести 3-го ребенка. Однако на данный момент они сомневаются, что могут себе это позволить. Слабый рубль влечет в Россию покупателей из соседних стран. Жители приграничного казахского города Уральск, раскупив в местных обменниках рубли, отправляются за подешевевшими товарами. Очереди на границе Казахстана и России готов показать наш корреспондент Санат Урналиев. В частных обменных пунктах Уральска невозможно купить рубли и доллары. Даже в местных банках, где горят табло с курсами валют, нет ничего, кроме тенге. Обменяли вы рубли, купили или тенге? Не получилось у меня. Почему? Вот я уже в 3-й банк пришел. Везде вот так вот написано, что есть, а на самом деле оказывается, что нету. Просто хотел съездить в Россию, в Самару за покупками. Вот сейчас пойду дальше искать эти рубли. Не знаю, что делать. Местные экономисты считают падение курса рубля в условиях санкций естественной реакцией. Отмечают, что казахстанцам, пока рубль падает, а доллар растет, нужно налаживать собственное производство товаров. Для нас мы подняли свое благосостояние. Кто-то погиб. Это хорошо. В общем-то, но дальше нужно, чтобы... Если мы машины не можем делать, значит, мы должны что-то другое делать. После часа ожидания в очереди мы приближаемся к казахстанскому пограничному посту СРМ в 60 километрах от Уральска. Считается, что в это время машин на границе немного, и границу, если повезет, можно пересечь за несколько часов. Вообще какой-то беспредел, получается? Самара, куда едут за товарами казахстанцы, 7-й по численности населения мегаполис России. Он находится в 250 километрах от Уральска. Это один из самых крупных в Самаре гипермаркетов. И солидные доли покупателей – граждане Казахстана. Мне кажется, вы хорошо зарабатываете. Чтобы сюда к нам приехать, это люди сюда бедными не поедут. Поедут, конечно, такие достаточные, потому что все-таки дорога, правильно же, и все остальное. Я считаю, что Казахстану не надо держаться за сильных, то есть за русских. Никогда своей политики не уходили никуда и не уйдем. Я так считаю, как говорит наш Путин. Покупают казахстанцы со средним достатком в основном мебель, стройматериалы, одежду и хозтовары. В популярных супермаркетах можно видеть полупустые прилавки и многолюдные очереди у касс. К вечеру, когда мы покидали Самару, потоки людей все еще тянулись к гипермаркетам. И другие темы. Соединенные Штаты и Россия начинают новый спор, на этот раз за внимание Кубы. Время передавать слово в Вашингтон. Наташа, ждем от вас подробностей. По сообщениям российских СМИ, Роснефть и дочерние компании отправляют на новогодние праздники в отпуск на Кубу 1800 сотрудников. При этом американские эксперты ожидают, что кубино-американская оттепель приведет к наплыву туристов из США. Многолетнее эмбарго на торговые отношения с Кубой для американских граждан было упрощено в отношении образовательных программ. Джим Моссес, глава одной из программ студенческих обменов под названием Road Scholar. Мне кажется, Куба станет одним из самых популярных направлений. Я знаю это потому, что то небольшое количество программ, которые мы предлагали в последние 8 лет, не удовлетворяет потребности рынка. Некоторые льготы в рамках эмбарго позволили фермерам на протяжении нескольких лет поставлять продукты на Кубу. Однако они отмечают, что на долю США приходится лишь $350 миллионов из 2-миллиардного импорта острова. Американские фермеры говорят, что упрощение финансовых регуляций увеличит долю США на кубинском рынке. Глава Федерации американских фермеров Дэвид Салмонсон полагает, что на эти доводы стоит обратить внимание. У нас есть главное преимущество – территориальная близость. Наш крупнейший экспортный пункт находится в Новом Орлеане. До Кубы это меньше дневного перехода, поэтому для Кубы мы крупнейший производитель продуктов питания.
Однако аналитик вашингтонской компании Control Risk Саймон Уилстер говорит, что новые, более свободные правила могут не сильно изменить ситуацию. Очень важно помнить, что с точки зрения бизнеса и в краткосрочной перспективе происходящее скорее символично. Решение снять торговые ограничения в отношениях с Кубой стало причиной демонстраций в некоторых американо-кубинских диаспорах по всей стране. Выходцы из Кубы, чьи родственники бежали от коммунистического режима, обращают внимание властей на существующие сегодня проблемы прав человека. Они считают, что торговое эмбарго должно оставаться в силе до тех пор, пока на острове остаются проблемы со свободой слова. Решение о снятии эмбарго должен принять Конгресс. Начало процесса восстановления дипломатических отношений между США и Кубой вызвало довольно скептическую реакцию в России. Посетив Гавану, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Куба не поступит со своими принципами в обмен на обещания Вашингтона. Пресс-секретарь Госдепартамента сказала, что не обратила внимания на визит Рогозина, но добавила при этом, что госсекретарь Керри также ожидает визита на Кубу. Есть ли США и России что делить на Кубе? Этот вопрос мы задали эксперту по Латинской Америке, журналисту Юрию Карашу. Но если бы господин Рогозин еще уточнил, какими именно Гавана не поступится принципами, конечно, в исполнении Дмитрия Олеговича это все очень прозвучало так ортодоксально, революционно, в духе великого противостояния между еще Советским Союзом и Соединенными Штатами. Так что хочу повторить, я не совсем понимаю, что он имел в виду. Принцип верности своему, к сожалению, полуголодному состоянию ради сохранения лояльности идеалам, которые не прошли проверку жизнью. Я не думаю, что кубинское руководство настолько иррационально, что будет продолжать проявлять подобную верность. А что касается того, что Вашингтон и Москва будут делить на Кубе, то я бы так сказал, что делить им совершенно нечего после окончания холодной войны. Были разговоры о том, чтобы вновь пропитать Кубу таким геополитическим, геостратегическим присутствием России. Разговоры об этом начались, конечно, после, к сожалению, обострения отношений между Вашингтоном и Москвой. Говорили о том, чтобы вновь возродить, возможно, станцию радиоэлектронной разведки «Лурдес», построить там базу для приема российских стратегических бомбардировщиков, может как-то расширить присутствие российских военных кораблей. Но, повторю, это все были разговоры, которые вряд ли сейчас, особенно в свете обострившейся экономической ситуации в России, приобретут какие-то реальные очертания. Это был Юрий Караш. Теперь возвращаем эфир в Прагу. Сергей? Христианские и языческие праздники встречаются в современном календаре. Буквально накануне Рождества, день зимнего солнцестояния, жители Латвии отметили древние традиции волочения колоды по улицам Риги. О празднике Карачун репортаж Рейтер. Мария Яблонская. Толпа ряженых, пыхтя и отдуваясь, тащит по улицам Риги тяжеленное бревно. Это странное, на первый взгляд, времяпрепровождение на самом деле древний языческий ритуал под названием «волочение колоды». День зимнего солнцестояния здесь уже сотни лет отмечают именно таким образом, несмотря на тысячелетнюю историю христианства, рассказывает специалист по фольклору. Есть вещи и ценности, которые не исчезают, с ними ничего не происходит, даже если появляются со временем некоторые изменения, например, освещение на улицах. Отношение к миру и явлениям в 21 веке гораздо шире, но с духовной точки зрения мы точно такие же, какими были и 1500 лет назад. Дни летнего и зимнего солнцестояния были важнейшими праздниками для древних жителей Европы, земледельцев, чье существование полностью зависело от урожая, а значит от погоды. Поэтому эти дни традиционно отмечали широко. Летом чествовали солнце и плодородие, зимой волочили бревно вокруг своих домов. Считается, что колода должна собрать с собой все неприятности уходящего года. Вечером, в канун солнцестояния, бревна, собранные со всего города, сжигают при большом скоплении народа. Как и сотни лет назад, люди радуются и веселятся. День прибавляется, ночи становятся короче, а от большого костра зимой всегда теплее. И праздничную тему продолжат наши коллеги в США, Вашингтон. Эфир ваш.
Да, Сергей, в празднике нужно быть очень бдительными, потому что за яркими огнями, подарками и праздничными конфетами могут скрываться тайные стратегические намерения. Наш корреспондент Виктория Купчинецкая проследила за тем, как русские Деда Морозы внедрились в Нью-Йорк. Захват Манхэттена Дедами Морозами и Снегурочками начался со стратегического брифинга. Организация «Православная молодежь Америки» хочет внедрить на вид добродушного бородача, его опасно привлекательную внучку, в американскую культуру. С учетом напряженной политической ситуации, съемочную группу «Голоса Америки» особенно интересовало, насколько неразрешимым является конфликт Деда Мороза и Санта-Клауса. Мы с Санта-Клаусом дружим, друзья, давно. И поздравляем друг с друга и с Новым годом, и с Рождеством. Нет ли опасений, что на такую агрессию русских персонажей нью-йоркцы реагируют негативно, возможно, санкциями? Дело в том, что я Снегурочка в Нью-Йорке уже давно и имею уже опыт просто хождения к людям, которых поздравляем, ребятушек, с Новым годом. Принимают очень сказочно, с улыбкой. В мешках Морозов конфеты для американских детей. Умами молодежи нужно стараться завладеть с пеленок. Влияние мягкой силы уже очевидно. Преодолев подземный контроль, Морозы и Снегурочки инфильтрируют один из ключевых элементов городской инфраструктуры – систему общественного транспорта. Культура – одно из проявлений публичной дипломатии, поэтому маленькую елочку из холодного русского леса необходимо перенести в нью-йоркские каменные джунгли. Жители Нью-Йорка видали на своем веку многое, но такого никогда. 20 Дедов Морозов и 20 Снегурочек в нью-йоркском метро. Готовы ли нью-йоркцы, перенесшие рецессию, наводнения и теракты, к новым вызовам истории? О, мне это очень нравится. Нам тут нужно побольше такого. Нам нужны любовь и мир, а не война и ненависть. Деды Морозы и Снегурочки вышли из метро на 42-й улице и отправились к Таймс-сквер. Мимо бездомных, с которыми стратегически Морозы тоже делятся сладостями. К самому сердцу западной цивилизации, со всеми ее пестрыми коммерческими ценностями. На Таймс-сквер дискотека. Только ее приходится быстро прервать. Громко играть музыку при помощи усилителей можно только со специальной лицензией. Вот вам и хваленая западная демократия. На Таймс-сквер обычно работает целая группа героев сказок и мультфильмов. Они живут за счет чаевых от туристов. Для них внедрение Дедов Морозов может стать финансовой катастрофой. Как вам кажется, эти русские Деды Морозы, они представляют для вас конкурентов? И вот апофеоз секретной операции – расположить к себе саму статую свободы при помощи конфет фабрики «Красный Октябрь». Эту сцену можно воспринимать двояко. Как возмутительную картину абсурда, на которую хмуро посмотрят и из Кремля, и из Вашингтона. Или как взгляд в счастливое будущее, в Новый год, в котором все, даже самое неожиданное, возможно. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев, специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.